Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о главных событиях. Простились с героем России. Героизм и мужество ефрейтора Гелимханова является примером для всех военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Каким запомнит Дамира Гелимханова, расскажет Дмитрий Аренин. День памяти Габдуллы Тукая. Как сегодня объединяет его поэзия и где появится новый памятник в честь Тукая, узнала Лина Изнатуллина. Рекордный уровень ввода жилья, профицит бюджета и расширение границ. В текущих экономических условиях мы держим руку на пульсе. О достижениях и проблемах Казани за 2021 год сегодня говорили на сессии городской думы. Ключевые вопросы выслушал Рамиль Галиулян. Садоводы планируют клонировать семена. Если есть у кого-то хорошие семена, пожалуйста, приходите к нам. Мы их можем клонировать. Что нового ждет садоводов в этом сезоне, узнала Вероника Гайнудинова. Еще одна горькая утрата для нашей республики. Сегодня в Казани простились с военнослужащим ефрейтором контрактной службы Дамиром Гелимхановым. Он погиб 7 марта во время проведения специальной военной операции России на Украине. Дамир Гелимханов был механиком-водителем танкового экипажа Дамира Исламова, под командованием которого ребята уничтожили огневую точку противника и 4 боевые машины. Однако танк наших солдат был уничтожен прямым попаданием. Указом Владимира Путина экипаж танка в полном составе посмертно был представлен к званию Героя России. Сегодня церемония прощания с Дамиром Гелимхановым состоялась в танковом училище Казани. Поддержать родителей и близких героя приехал президент республики Рустам Минниханов. Репортаж Дмитрия Аренина. Цветы, траурная музыка. В танковом училище сегодня собрались родные, близкие сослуживцы Дамира Гелимханова. Почтить память и поддержать родителей солдата пришел Рустам Минниханов. Как отметил Рустам Минниханов, татарстанцы мужественно выполняют воинский долг, порой и ценой своей жизни. Дамир Гелимханов – второй герой России из Татарстана с начала специальной военной операции на Украине. Продолжается специальная военная операция вооруженных сил России на Украине. Наши доблестные воины защищают население Донбасса, громят преступный нацистский режим Украины, выполняет священный долг по созданию безопасного будущего для России. Вся страна сплотилась вокруг вооруженных сил и главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Солдаты-офицеры, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, мужественно выполняют воинский долг, проявляя героизм, выбрав путь служения Родине и народу, они нередко защищают мир ценой собственной жизни. Механик-водитель Дамир Гелимханов погиб 7 марта. В ходе боя экипаж танка под командованием еще одного татарстанца Дамира Исламова уничтожил огневую точку противника и 4 боевые машины ВСУ. В составе экипажа танка отбил контратаку противника, нанеся ему существенный урон, что позволило избежать потери наших пушек. При прорыве укрепленного района противника, действуя грамотно и решительно, экипаж танка уничтожил огневую точку и 10 националистов. Первым принял на себя удар противника. Точными выстрелами уничтожил еще 4 танка врага. Героизм и мужество ефрейтора Гелимханова является примером для всех военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Примером настоящего мастерства и профессионализма, высокого морального духа и воинского долга. Дамир Гелимханов родился в Казани, окончил 42-ю школу, затем колледж, армия и контрактная служба. Для сослуживцев он был надежным товарищем, примером профессионализма высоких человеческих качеств. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Дамиру расширить присвоено звание Героя России. Мы
Вечно будем помнить героизм, который проявил на землях. Я еще раз приношу мои соболезнования родным, близким, родителям. Это утрата, огромная утрата для вашей семьи, для нашей республики, в целом для нашей страны. Но этот подвиг мы всегда будем помнить. Золотую звезду Героя России сегодня вручили родителям Дамира Гелимханова. Слава Герою Российской Федерации, ефрейтору Галимханову Дамиру Рашидовичу. Как говорят родные и близкие, Дамир был общительный, жизнерадостный и целеустремленный парень, который привык добиваться результатов своим трудом. Молодой парень, 22 года, большим своими амбициями, сильным, стерным, жизнерадостным, красивый, всегда лучше. Общительность у него всегда была очень сильная. Последний раз он говорил, что мы будем гордиться им всю свою жизнь. Вот так и произошло. Дамира Гелимханова по всем мусульманским обычаям похоронили на казанском кладбище Курган. Дмитрий Аринин, Давид Абдулин, ТНВ, Казань. Мы выражаем искреннее соболезнования родным и близким Дамира Гелимханова. Скорбим вместе с вами. 109 лет назад в этот день ушел из жизни татарский поэт Габдулла Тукай. Его память сегодня почтили на Новотатарском кладбище Казани. К могиле возложили цветы татарские писатели и артисты, почитатели творчества классика. Прозвучали и его бессмертные строки. Стихи поэта и песни исполнили и в музее Тукая. Как объединяет его поэзия и где в Казани появится новая мемориальная композиция в его честь, в нашем репортаже. Пусть в землю я сойду, спою в последний раз. Я ухожу, я оставляю вас. Так завещал великий Тукай. Сегодня у его могилы те, кто вырос с любовью к его стихам, те, кто изучает его наследие, и те, кто творит, вдохновляясь стихами поэта. Почтить память и возложить цветы пришла вся татарская интеллигенция. В этом году 15 апреля особенное. Священный месяц Рамазан, благой день пятница и объединяющая любовь к родной культуре и народу. Габдуллы Тукая не стало 15 апреля 1913 года в 20 часов 15 минут. Он был болен туберкулезом, весил всего 38 килограммов и даже в больнице продолжал работать и творить, оставив нам в наследство литературный татарский язык и произведения, которые стали классикой. Это уже стихи, посвященные Габдулле Тукаю. Сегодня их читают все. Габдулла Тукай всегда актуален. Вот, послушаешь его стихи, читаешь, он всегда в гребне времени. Его стихи к нынешним ситуациям особенно подходят. Поэтому он и стал символом не только татарской поэзии, татарской литературы, но и всей татарской культуры. Все его творчество направлено вот для нас, будущего поколения, что вы не забудьте свои прошлое, не забудьте свои корни. В прошлом году деятели культуры предложили установить в Казани мемориальный комплекс, посвященный стихотворению «Родной язык». Идею поддержал президент Татарстана. Ансамбль со строками на 3 языках должен появиться возле Национальной библиотеки. Сейчас одно из главных мест Казани, хранящих дух поэта – музей Тукая, открытый в 1986 году. Здесь его фотографии, произведения, личные вещи. За год в музее бывает около 40 тысяч посетителей. Сегодня здесь тоже звучат строки поэта. Их поют и декламируют артисты республики. Говорят, исполнять Тукая – это всегда трепет, волнение и гордость. Я очень счастлива, что сегодня я участвую именно в этом вечере. Наш поэт национальный, татарский – это наша гордость Габдулла Тукай. На душе стало легче
как будто Тукай сидел с нами и смотрел концерт. Такое ощущение было. Полный зал, и всех объединяет ощущение тепла и желание вместе повторять слова Тукая. Слова, знакомые каждому с самого детства. Dünyada көп нәрсә белдем, син туган тел аркага. Данил Филатов, ТНВ, Казань. Почтить память великого татарского поэта Габдуллы Тукая собрались сегодня и в Москве. По традиции, московские татары встретились у памятника, который находится в сквере недалеко от Татарского культурного центра. Напомним, он был установлен в столице в 2011 году. Представляет собой бронзовую фигуру поэта, сидящего на гранитном постаменте. Принять участие в памятном мероприятии приехали представители татарской общественности Москвы и Московской области. Ежегодно это место в районе Замоскворечья, которое исторически связано с бывшей татарской слободой, становится центром мероприятий, посвященных Габдулле Тукаю и его творчеству. В условиях санкций важно не допустить остановки строительства домов, так же, как и появление обманутых дольщиков. Об этом сегодня заявили на сессии Казанской городской думы. Здесь подвели итоги прошлого года в строительной отрасли и рассмотрели исполнение бюджета. 2021 стал для Казани рекордным по вводу жилья. Больше 1 200 000 квадратных метров, в среднем по 1 квадрату на каждого жителя. С каким профицитом удалось закрыть бюджет и какую территорию собираются присоединить к столице, расскажет Рамиль Галиуллин. Введен рекордный за всю историю тысячелетней Казани объем жилья. В прошлом году в Казани введено 1 250 000 квадратных метров жилья. Это треть от всего строительного объема в республике. По этому показателю столица занимает 4-е место среди городов-миллионников России. Сданы 357 новых объектов. Это социопатичные дома, детские сады, школы и многое другое. Еще одно достижение. Удалось окончательно решить проблему обманутых дольщиков. Удалось решить и сломать хребет уже второй волны обмана дольщиков. Мы совместными усилиями, совместно с федеральным центром сдали в прошлом году 9 долевых объектов площадью 180 000 квадратных жилья. Сегодня в отрасли заняты 65 000 строителей. Как отметили, основная проблема в этом секторе – высокие ставки по кредитам. Банки дают их минимум под 15%, ипотеку до 12%. В городе считают, для развития строительной отрасли необходимо понизить ключевую ставку, раскрыть эскроу-счета и дать бизнесу возможность работать без дорогого банковского финансирования. И по многим позициям центр ответственности сместить с федерального на региональный уровень. Наша республика является регионом-донором, и во всех критических ситуациях город и республика показывают те результаты, которые в конечном счете становятся примером для всей России. Здесь я хочу привести пример. Как вы знаете, был создан Федеральный фонд обманутых дольщиков. 70% объемов по всей России, выполненных в 2021 году, приходится на Казань. В этом году в Казани планируют ввести 960 000 квадратных метров жилья. Возводится 550 объектов, среди которых многоквартирные дома, дороги и соцобъекты. В условиях санкций главная задача – сохранить темпы. В текущих экономических условиях мы держим руку на пульсе. Нам необходимо сохранить динамику развития жилищного строительства. Для этого сегодня разработает и действует федеральный комплекс антикризисных мер. Важна слаженная, совместная, созидательная работа, синхронизированная работа всего строительного комплекса республики. И мы будем продолжать уделять этому постоянное системное внимание и поддержку. Прошлый год городской бюджет был исполнен с профицитом в 1,5 миллиарда рублей. В казну поступило почти 38 миллиардов. Это на треть больше, чем годом ранее. Главный источник бюджета по-прежнему налоги. Вместе с тем выросли и расходы. Больше всего тратили на социальную сферу, на образование, культуру и спорт. По итогам 2021 года исполнение составило 37 миллиардов 924 миллиона. Дополнительные поступления в бюджет составили почти 10 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда 230 миллионов – это налоговые и неналоговые доходы, 5 миллиардов 556 миллионов рублей – безвозмездные поступления. И сегодня Казгордума поддержала присоединение научного городка к столице. Эта идея была предложена Рустамом Миннихановым в 2020 году. Так территория Высокогорского района станет частью Советского района Казани. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.
Сегодня в Татарстане стартовало голосование по паркам и дворам, которые будут благоустроены в 2023 году. Пройти опрос можно на портале госуслуг, мобильном приложении «Услуги РТ» и на сайте городсреда.tatar.ru. Принять участие могут все желающие, начиная с 14 лет. Чтобы объект попал в программу работ, он должен набрать наибольшее число голосов. Можно выбрать только одну территорию в конкретном районе или городе. В списке 204 общественных пространства. Это парки, набережные, бульвары, улицы и скверы, а также более 3000 дворов по всему Татарстану. Голосование продлится до 30 мая. Топ-200 будет определен летом. В этом году ремонт дворов уже начался. Строители уже вышли на 24 площадки. Через пару недель работа будет кипеть уже в 400 дворах республики. Голосовать можно не только за свой двор, это может быть двор родителей, знакомых, вообще тот двор, с которым вы болеете душой, каждый день ходите на работу и видите, что там что-то не устроено, вот и хотелось бы, чтобы он дошел. В общем-то, но это сделать можно будет один раз. Поэтому я прошу не оставаться равнодушными, обязательно заходите, смотрите. Почему пустуют лакомые места для заведений общепита в центре Казани? Стоит ли ждать серьезных перемен на рынке ресторанов и кафе из-за западных санкций? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Ремонт подъездных дорог, льготы на проезд до дачного участка и возмещение затрат на развитие инфраструктуры СНТ. Эти и другие обращения поступают от садоводов Татарстана в общественную приемную «Единой России». У дачников много вопросов, как правовых, так и связанных с нынешней экономической ситуацией. Сами садоводы вовсю готовятся к дачному сезону и ищут решение импортозамещения. Уже подписали соглашение с аграрным университетом и будут на базе его клонировать семена. Все подробности у Вероники Гайнудиновой. В прошлом году собирали полный пакет документов для участия в программе софинансирования. На телефонной связи Шаукат Валиулин. Он председатель СНТ «Гвоздика» Лаишевского района. По программе софинансирования хотят проложить центральную дорогу. Деньги дачники собрали, подрядчика подобрали, документы подали в 2021 году. Но продвижения нет. В прошлом году софинансирования вообще не было, потому что не был подготовлен новый порядок. Вот в чем вся проблема. Это перенесено на 22 год. Если вы там документы подавали, все нормально с вами, значит, вам должно быть в этом году все сделано. Вы обратитесь. Очень даже хорошо, Владимир. Спасибо большое. С 2017 года садовым товариществам предоставляют субсидии на ремонт линий электропередач, трансформаторных подстанций, системы водоснабжения, дорог. Треть денег дачники собирают сами. 2/3 стоимости затрат выделяет правительство республики. В этом году садовым товариществам возместят работы на 237 миллионов рублей. Кроме этого, ежегодно на поддержку СНТ выделяется 500 миллиарда рублей. Сегодня проблем достаточно. Во-первых, необходимо поработать. Есть заброшенные участки, их надо восстановить. Они не красят нас. Необходимо иметь полный, я бы сказал, паспорт для дачных участков. У нас нет полной информации по садоводам. Для того, чтобы четко, конкретно вести целенаправленную работу. Сами садоводы перед дачным сезоном время зря не теряют. Работают над так называемым импортозамещением. Подготовка семян, собственной разработки удобрений. Союз садоводов подписал соглашение с аграрным университетом. На базе вуза планируют вывести новые сорта овощей. Если есть у кого-то хорошие семена или хорошие уже постоянно выращиваем культуры, томатов, перцев, огурцов, там, или каких-то, допустим, смородины, очень хороший сорт, или еще что-то, пожалуйста, приходите к нам, мы их можем клонировать, то есть размножать буквально из одной веточки, понимаете, и получать лучшие сорта. Сегодня, когда импортозамещение особенно важно, потому что некоторые вещи, которые можно здесь выращивать, почему же покупать в магазине, и когда малоимущим, например, пенсионерам, когда трудно, очень сильно борщевой набор очень сильно вырос, а здесь они какую-то часть могут снять. Льготы на проезд до дачных участков – еще один вопрос садоводов. Так, в Набережных Челнах с 1 мая запустят автобусы по 39 маршрутам. Все перевозки дачников до их садов бесплатные. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Рустам Минниханов сегодня посетил чемпионат России по спортивной гимнастике в Казани. Турнир проходит с участием 350 спортсменов из 43 регионов страны. Здесь отбирают кандидатов в национальную сборную. Рустам Минниханов вместе с президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым понаблюдал за финальными соревнованиями среди мужчин в многоборье. От Татарстана участвует 17 человек. Спортивной гимнастикой в республике занимаются свыше 2000 человек. 6 татарстанцев входят в состав кандидатов в спортивные сборные команды России. Соревнования проходят в центре гимнастики. Сегодня во всем мире отмечается День культуры. Всех деятелей искусств Татарстана поздравил Рустам Минниханов. Президент отметил, сохранению многонационального культурного наследия в республике уделяется особое внимание. 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Символично, что именно в этом году мы вместе со всей страной отпразднуем 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Это событие, которое имеет огромное культурное значение в евразийском пространстве. Рустам Минниханов выразил признательность всем, кто посвятил себя служению искусству и сохранению культурного наследия. В нашей республике создают нового героя татарских детских сказок. Им станет мальчик Туган, которого уже в юношестве за отвагу, ум и любовь к родной земле назовут Туган-Батыром. Его презентовали накануне на ифтаре для журналистов. Туган-Батыр создан по инициативе муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина и предпринимателя-мецената Радика Абдрахманова. Над детализацией образа трудится известный драматург, писатель-композитор Зульфат Хаким. Он и написал первую часть повести сказки. Ее планируют издать на татарском, русском, английском и арабском языках. Презентация намечена на май, в дни проведения Казан-саммита. Также воплотить образ Туган-Батыра собираются в аудиокнигах, мультфильмах, играх и сувенирной продукции. Он должен стать проводником татарских традиций, культуры и языка среди детей. Если смотреть на старые сказки, то есть образ Батыр не очень сильно подчеркнут, не очень сильно отображен, к сожалению. Туган-Батыр – это тот персонаж, на кого мы бы хотели, чтобы равнялись наши дети. Чтобы он был противовесом американским каким-то героям, Человеку-пауку, Железному человеку, каким-то американским ценностям. Это наш национальный герой, который воплощает в себе нашу культуру, наши традиции, наши ценности, нашу историю. Сегодня свой 30-летний юбилей отмечает телерадиокомпания «Челны ТВ». Она единственная в городе и вещает на 2 государственных языках. Все началось в 1992 году. Тогда в студии было 2 магнитофона и 1 камера. Свое здание появилось только через 4 года. Теперь это большая команда профессионалов, которые создают современный и злободневный контент. За 3 десятка лет телекомпания помогла решить тысячи проблем челнинцев, разобраться в самых сложных вопросах в ЖКХ, дорожном хозяйстве и здравоохранении. Городские новости ждут не только в Автограде, но и в Тукаевском районе и близлежащих городах и селах республики. Мы поздравляем коллег с юбилеем и желаем им творческих успехов. Сегодня в Казани завершился международный конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая. Стихи поэта и произведения о нем самом на гала-концерте читали 60 финалистов. Давайте послушаем некоторые из них. Не бывать цветам и травам, если дождик не пойдет. Что ж поэту делать, если вдохновение не придет? Все знакомы с этой истиной простой. Байрон, Лермонтов и Пушкин вдохновлялись красотой. От зубов твоих слепящих я стихи свои зажег. Разве жемчугу морскому уступает жемчуг строк? Я с родными разлучился, жить несносно стало мне. И по милым я скучаю, как по солнцу, по луне. Я не плакал бы, если б ты поводом слез не была. Я бы грусть позабыл, я оставил бы песни свои, если б ты, порождающая горе мое, не была. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Это все новости к этому часу. Далее в нашем выпуске полезный материал. Я с вами прощаюсь. До встречи. С весенним пробуждением природы оживает все вокруг. Человек, как все живое, хочет обновления не только тела, но и душевного состояния. Именно в апреле, в период нехватки витаминов, требуется дополнительная помощь. Восстановить силы после долгой зимы помогут в центре СТ. Как известно, в Китае впечатляющая средняя продолжительность жизни населения более 80 лет, а главное – высокая активность до глубокой старости. Вот и у посетителей нашего центра СТ после нескольких визитов
Благодаря нам и наших уникальных процедур есть шанс избавиться от воздействия вредных факторов современного ритма жизни и негативных нагрузок, которые влияют на внешний вид и общее состояние организма. Мы рады всем гостям, готовы помочь каждому. Ждем вас в центре СТ. Хорошее настроение начинается с гостеприимного ресепшена и закрепляется с каждой минутой пребывания в стильных и уютных интерьерах. Каждому гостю здесь индивидуальный подход. Во время предварительного общения специалист учитывает особенности и пожелания клиента. Уникальные инновационные процедуры никого не оставят равнодушным. В работе используют материалы премиум-класса. Мне подарили сертификат на посещение этого салона, и он как раз-таки пришел в экстазе, потому что после зимы организм любого человека, он истощен, все мы испытываем усталость, упадок сил. Первое посещение, сразу же я почувствовала облегчение, настроение поднялось, тело расслаблено. Прекрасный мастер, персонал, он настолько здесь вежливый, настолько приятная, дружественная атмосфера. После процедуры можно отдохнуть, попить чай, как дома. Все очень здорово. Девиз центра СТ – омоложение, оздоровление организма без лекарств, без уколов, без скальпеля. Вас ждут по адресу город Казань, улица Восход, дом 2А. Удобное расположение, подъездные пути, парковка для гостей. Режим работы ежедневно с 8 утра и до последнего гостя. Светлана Звонарева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! О погоде на 16 апреля после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца апреля бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2 167 166. Первая половина апреля осталась позади. Начинается самая яркая, красивая весенняя пора. Но в республике по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается передышка в осадках. Ветер стихнет. Температура невысокая, днем всего +7. Переменная облачность в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Преимущественно без осадков. Ночная температура заметно понизилась около нуля, а днем воздух прогреется до +7. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше синоптики осадков не обещают. Днем будет выглядывать солнце. Умеренно тепло будет в Варске, в Кукмаре, Балтаси. И в этих районах дожди прекратятся до 6 градусов выше нуля. В Болгаре, Држаном, Буинске ветер стихнет. Осадки прекратятся, но прохладно. Не спешите убирать теплые вещи в шкаф, они нам еще пригодятся. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность и умеренно теплая погода. Пока без осадков, но в воскресенье вновь ожидаются дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. В субботу в Казани переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прохладно, всего +1, а днем 6 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, слабый. Атмосферное давление повысилось в 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли все еще неустойчивое. Будьте к себе внимательны и берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.